1937 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу летчиков. Ему тогда было 20 лет. Затем принимал участие в Советско-финской войне. С февраля 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны. Младший лейтенант, капитан, майор, полковник. Начальник воздушно-стрелковой службы 236-й истребительной авиадивизии 5-й воздушной армии Закавказского фронта к февралю 1943 года совершил 260 боевых вылетов. В воздушных боях сбил 4 самолета противника лично и еще 3 в составе группы. О ком же мы вспоминаем сегодня? О герое Советского Союза Михаиле Прокофьевиче Диком. Орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, ордена Александра Невского, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды. И это не все награды. Вспоминаем в связи с Днем Победы не только. Его биография, его личная судьба тесно связана с Абхазией. В тяжелый для Абхазии период большого террора молодой летчик-истребитель Михаил Дикий, будущий герой Советского Союза, служивший в городе Гудаута-Бамбора, не подчинился давлению со стороны парткома и женился на дочери Евстафия Вардания Авердан, расстрелянного вместе с братьями во время большого террора в 1937 году. Это была дочь Евстафия Авердан, Татьяна Вардания. Сейчас на связи с нами по скайпу внучка Михаила Дикого, герой Советского Союза, и Татьяны Вардания, Татьяна Дикая Джонсон из Соединенных Штатов Америки. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер, Ирина Шотовна, Хлыбзе, Абхазия. Хлопзе, Татьяна, хлопзе. На связи с нами ваша самая близкая родственница в Абхазии Лариса Кецба, Лариса Максимовна Кецба. Вы можете поздороваться и пообщаться немножко. Здравствуйте, Лариса Максимовна, как я рада. Я очень рада, очень. Очень сильно рада. Я от Татьяны скрывала сколько могла, вот до того, как мы включили скайп, кто сегодня будет на встрече с ней вот из родственников в Абхазии. Сейчас я хочу предоставить слово Татьяне. Хотелось бы очень, чтобы Татьяна рассказала о доамериканском периоде своей жизни, как она оказалась в Америке, чем она занимается, где она работает, кем она работает, а дальше мы, наверное, вернемся к, собственно, своей главной теме о Михаиле Диком и Татьяне Вардане. Да, моя биография такая, как бы, авиационная, так как я все-таки из династии авиаторов. Дедушка Герой Советского Союза, летчик-истребитель, и папа летчик-истребитель, и свое детство провела в авиагарнизонах. А по окончании школы как бы не было вопросов, кем быть и куда пойти учиться. Папа, вместе с папой, то есть папа меня отвез в Ленинград, где я поступила в авиационное училище, которым я училась 2,5 года. И по распределению я получила диплом международной стюардессы и попала по распределению в город Самара, где я летала 15 лет на международных авиалиниях. Папа был мне очень рад. Папа и бабушка, я постоянно летала к бабушке и навещала папу и маму, чему они были рады всегда. И в одном из моих рейсов международных я летала в Барселону, познакомилась с будущим мужем. Как оказался американский муж, то есть он мне сделал предложение, и через несколько лет как бы я приехала во Флориду, где я живу уже ведь 19 лет. Когда я приехала во Флориду, моя жизнь резко изменилась. То есть как бы нет моей летной работы, нет такой активности. Ну и я решила как бы тесно заняться продвижением мероприятий, направленных на исторические и культурные наследия. То есть я решила стать организатором празднования 9 мая, и я организатор бессмертного полка в Майами, в Орландо. Я являюсь также региональным директором русско-американского общественного центра Флориды. Вот, моя любимая тема – это Великая Отечественная война, 9 мая. То есть я с большой гордостью всегда, то есть, рассказываю всем американцам про моего дедушку
Дикого Михаила Прокофьевича и про бабушку мою. То есть, как бы, это моя большая-большая тема. И о дедушке, то есть в разных журналах флоридских и на телеканале, где я еще работаю, пиар-менеджером Russian America TV, русско-американское телевидение. Да, То очень. есть стараюсь как бы показать, то есть русскоязычным детям, что нам эта тема очень как бы очень важна. Очень приятно было мне, например, вот услышать от вас после нашего знакомства, которое состоялось, в общем-то. Сначала я написала вам, скажем вот так вот, да, все начиналось с меня, да. Вот, я очень хотела вас открыть для Абхазии, вот, и первая реакция, которая последовала с вашей стороны, это меня, скажем, подвигло на то, что мы с вами сегодня находимся в студии Абхазского государственного телевидения. Первые слова, которые я от вас услышала, это «я русская абхазка, я горжусь своими абхазскими корнями», и что вообще для вас сюрприз и большой подарок то, что вас помнят, и что вот мы решили с вами возобновить контакты и как бы заново и для родни в Абхазии, и вообще для Абхазии открыть вас. Вот, сейчас, наверное, мы вернемся на самом деле к вашим корням. Я думаю, что вся ваша профессиональная деятельность сейчас, вот, которая вот имеет место быть в Америке, это вот цепочка памяти, которая идет от вашего деда Михаила Дикого, да, и ваше отношение к Абхазии, которую, кстати, на страницах Фейсбука вы начали выражать очень открыто, и у вас появились сразу же оппоненты. Это все понятно, что от бабушки, которая вложила, я думаю, в вас определенные ценности, которые остались с вами. И давайте вот вспомним самое главное, вот, наверное, из той истории, которая начиналась давно, в конце 30-х годов. Наверное, все это имело место после 1937 года. Насколько я знаю, в 1937 году, после того, как были расстреляны братья Вардания, в числе которых был родной, получается, дед Ларисы Кецба, да, и ваш прадед, вот, отец Татьяны Вардания. Вот, началась история семьи, очень тяжелая. Мужчины были все расстреляны, а женщины, их жены были тоже сосланы. И, в принципе, самое молодое поколение находилось в очень тяжелом и материальном, и прочем положении. Тоже психологически им было очень тяжело. Почему я обратила на эту историю внимание не только из-за родственных связей, еще и потому, что по тем рассказам, которые я слышала, это было время, когда к детям, объявленных врагами народа, не все даже дальние родственники и соседи решались, скажем, приходить, оказывать помощь и так далее, открыто выражать свое сочувствие. Время было очень, на самом деле, тяжелое. И вот именно в этот момент, насколько я знаю, произошло знакомство молодого летчика-истребителя Михаила Дикого и Татьяны, и завязалась вот такая большая личная история, и он очень поддерживал, насколько знаю, детей репрессированных именно из этой семьи, и дальше связал свою судьбу с Татьяной Вардания. Хотелось бы, чтобы вы поделились тем, что вы знаете об этой истории. Может, начнем пока с Ларисы Максимовны? Я слышала от мамы, конечно, все, что касалось моей тети Татьяны. В 1939 году, значит, Михаил Прокофьевич, он, значит, женился на Татьяне. Находились они здесь, потому что база здесь находилась, его, где он, значит, вылетал, откуда он, работал он здесь, а затем уже, значит, женился, когда на Татьяне, они еще находились здесь тоже. Потом уже началась война, конечно же, 41 год, и он творил такие, говорят, чудеса, что
И когда он пролетал мимо нашей деревни Званый, все знали, что это был Михаил именно, потому что вот у него такое было, знаете, вот, не знаю, вот, а, я его видела, я его знаю, потому что я приезжала в Винницу к вам туда, ты была маленькая еще, вы к нам приезжали сюда с папой, с мамой тоже. А вот что хочу сказать, конечно, моя тетя была очень горда своим мужем, естественно, но он был необыкновенным человеком, он был очень теплый, он любил всю нашу породу. То есть вот что было связано с Татьяной, конечно же, это для него было все. Вот. Ну, уже война, когда, значит, закончилась, они уехали в Винницу и находились уже там. Ну, вот такой краткий как бы обзор такой, да, вот. Татьяна, что вы помните из этой, скажем, начальной истории семьи? Я хотела бы главное выделить большую, огромную любовь между дедушкой и бабушкой, то есть украинец и абхазка. Да. То есть, как бы, две национальности разные, но общая любовь огромная к детям. И дети, то есть, настолько гордились своими родителями, что мой папа, например, пошел по стопам дедушки, то есть он поступал без помощи дедушки в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков-истребителей. То есть сам, настолько он хотел дедушке показать, что он гордится, чтобы дедушка им восхищался. Дядя Андрей, папин брат, он пошел учиться в ракетное военное училище и тоже как бы добился больших высот. И младшая сестра, то есть училась в Сухумском пединституте, моя тетя Галя. Ну, то есть я хотела сказать, что дети очень любили свою семью, своих родителей. Ну, а бабушка, конечно, как бы хотела дать детям, показать свою любовь к Кавказу. То есть она, несмотря на то, что она жила на Украине после войны, бабушка была абхазской женщиной, то есть она так и не стала там кем-то другим, то есть вся любовь была только в Абхазии. Я все детство, всю юность, всю молодость только вот знала, что Абхазия самая лучшая страна в мире. Все, что возможно было найти в интернете, я нашла, перечитала. Правда, абсолютно вот эта абхазская часть его биографии, она как-то отсутствует в интернете. Я не читала книгу, которую вы спонсировали и издали. Я надеюсь, что мы эту книжку все-таки увидим и обязательно Да, прочитаем. конечно. Возможно, там вот есть этот штрих. А вот в том, что я читаю в интернете, этого не было. Вот, но очень многие детали из его, особенно военной истории, конечно, они просто невероятные. Невероятные. Вот я хотела бы, чтобы вы рассказали вот зрителям, насколько я знаю, его называли мастером штурмового удара, да, вот летчик-истребитель. Вот скажите, в одно время он был начальником, или как назвать его должность, штрафной эскадрильи. Что это были за штрафники? Что вообще за история такая очень... Дедушка командовал штрафной авиаэскадрильей, то есть во время войны. Это было это была сложная эскадрилья, потому что туда отправляли летчиков, видимо, которые нарушили что-то или в дисциплине, или им давали самолеты не совсем новые, и их отправляли в самый тыл врага, и дедушка, то есть, ну, как бы, для дедушки это было очень, как бы, сложная работа, то есть работать в таком полку и летать, то есть рисковать своей жизнью каждый день, каждый час. Но его очень сильно летчики уважали, и когда они заканчивали свою службу, ну, в этой эскадрилье, то есть они все вспоминали дедушку. Но как их судьба сложилась, вам известно об этом? Нет, я просто в архивах. То есть я от Министерства обороны получила разные документы, то есть о службе дедушкиной, то есть много написано и в интернете, в Википедии. И в книжке, которую я хотела спонсировать, я хотела, чтобы мой папа попал в книжку. И я 6 лет
этим занималась и нашла летчика-истребителя, полковника, который учился с папой. И этот летчик не поленился, то есть он искал тоже в Министерстве обороны разную информацию и был очень впечатлен. Он говорит, что мой папа, когда он летал, когда был летчиком молодым, он, ну, как бы был такой не очень разговорчивый, и он мало рассказывал о дедушке, поэтому и уже его друзья уже сами искали информацию, и то, что они нашли, они, конечно, были очень впечатлены, потому что дедушка, оказывается, обладал очень крутым характером. Ну, наверное, как бабушка, как кавказский человек. 1 мая, насколько мне помнится, 43-го года ему присвоили, ему, не отцу вашему, имеется в виду деду Михаилу Дикому, Да. звание Героя Советского Союза. Какое было обоснование, что особенно выделило руководство, ну, военное руководство страны в то время, за что наградили его тогда? В 1937 году дедушка закончил авиационную школу в Ворошиловграде. А с февраля 1942 года он уже оказался на фронте и стал летать. В феврале 1943 года он стал уже капитаном, и, то есть командовал истребительской авиаэскадрильей, 236-я эскадрилья. Я потом напомню, почему я запомнила эту цифру. Почему дедушке дали Герою Советского Союза? Потому что он в течение года, с 42 по 43, он совершил 260 вылетов, и он сам лично сбил 4 самолета. То есть вот за это его присвоили Герою Советского Союза. Была звезда у него под номером 909. Бабушка хранила эту звезду, то есть бабушка очень тоже гордилась быть женой героя. Насколько я знаю, вот эскадрилья, которой он командовал, она тоже очень отличилась, и ее назвали гвардейской. Это вот особенно отличившимся воинским подразделением во время войны, насколько я знаю, давали такое звание гвардейское. Эту историю вы знаете, наверное. Да, насколько я знаю, что вот 2 или 3 года назад 7 летчиков-истребителей, то есть их выделили из истребительской авиаэскадрильи, и мэр города Лазаревска под Сочи установил мемориал в честь 7 летчиков-истребителей, и в их числе мой дедушка, то есть огромный мемориал, и самолет-истребитель на постаменте стоит. Вот я запомнила, что это 236-й истребительский полк. 1 мая 43-го он становится Героем Советского Союза, а вот уже осенью, в октябре, в воздушном бою он получает тяжелое ранение в голову. Но, слава богу, он выжил. И вот дальше как его военная судьба сложилась после этого ранения? А дальше, после ранения дедушка лечился, несколько раз он был в разных санаториях под руководством ведущих докторов. После войны дедушка продолжил службу в ВВС, и они с бабушкой по распределению, как не по распределению, их направили в Хабаровск, где дедушка служил, и он позже закончил летную академию, вернее, курсы при Высшей летной академии, и где-то и в 1955 году он ушел уже в запас. Скажите, он ушел из жизни очень рано, в 49 лет полных, насколько я знаю. Да. Почему так случилось? Ранения напомнили о себе, и я так понимаю, у дедушки с сердцем было не совсем хорошо. Да, как вы, Лариса Максимовна? Да. Сердце у него, конечно, болело очень. И он, кстати, несколько раз еще лечился. Вот именно сердечно-сосудистые заболевания, то, что вот касались ему, он лежал несколько раз, да. Но Лариса Максимовна, вы рассказывали какую-то историю интересную. В 1944 году вы встретились с Михаилом. Где? В больнице? Вот я очень смутно помню эту историю. Да. это не я, это мама моя. Лежала она в больнице. Ваша мама, ага. Да. Как раз, значит, Михаил прилетел в это время, значит, и ему сказали, что Тамаре очень плохо.
И он давай бегом в эту больницу. А ее окружили люди все, значит, и он подбежал и всех выгнал с палаты. Он говорит, дайте ей дышать. И вот тут мама моя бедная, видно, и так было плохо, когда она его увидела, она успокоилась, вот прям успокоилась. Тамарочка, ты что-нибудь хочешь? Да, хочу. Что ты хочешь? Покурить хочу. Никогда в жизни человек, который не курил, тут и он, ее, прямо вот, я не знаю, она когда рассказывала, плакала все время, очень было, конечно. Лариса, а вот о своей тете Татьяне Вардане, вот о бабушке Татьяны, что вы можете вот вспомнить сегодня, Ой, рассказать, что отметить? очень большой души человек, во-первых, она была. Она была очень похожа на мою маму, очень прям. Они любили, несмотря на то, что А вот вы они были очень старики. похожи на нее по фотографии, очень похожи Да, да. на Татьяну На Евстафьевну. Татьяну, она и сама говорила, вот она когда приезжала к нам сюда, в Гудауту, она у нас находилась, Гала же училась, когда она у нас жила, Гала, в Гудауте. Мгм. Вот. И она говорила, вот я тебя должна забрать в Винницу. Ты похожа на меня, значит, ты должна со мной жить. То есть вот такие вот были разговоры. Она, конечно, очень душевный человек была вот такая, и она была интересная очень. Она когда начинала рассказывать вот что-то, она прямо это все с душой. Даже если тебе не интересно, ты все равно вот вникала вот в этот разговор, но была замечательным прям человеком, конечно. Татьяночка, очень хорошая. Ну, у Татьяны с Михаилом было трое детей, насколько я понимаю, да? Валерий, Да, Андрей да, и да. Галина. И Галина, да. Галина. Ну, Галина была, конечно, очень такая. Галина даже Да. заканчивала, как я поняла, Сухумский педагогический институт. То есть, почему мама, как вы думаете, отправила ее в Абхазию, чтобы она здесь выучилась? Ну, во-первых, ей хотелось, чтобы она знала своих близких. Во-вторых, она хотела, чтобы она знала, откуда родом ее мама. Потом, значит, она хотела, чтобы она общалась обязательно со своими всеми близкими. Ну, Галочка, она была настолько интересным человеком, Юрий. По поводу Валеры, Валера с мамой, с тобой приезжали. Андрюша до последнего приезжал, вот даже после войны тоже был. Не Андрей, а Миша был, сын приезжал. Ну, я для зрителей немножко уточню. Вот, Лариса Максимовна, значит, Валерий Михайлович, сын Михаила Дикого, значит, это папа Татьяны. Он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище. Я правильно говорю? Я не знаю, это миф или это правда, но я вот слышала от наших родственников, что он в одно время находился в отряде космонавтов. Да, это правда. И вот сам Леонов это отбирал. То есть он был выбран, отобран, вернее, нашим космонавтом Алексеем Леоновым. Да, папа много об этом рассказывал. Но по рассказам, которые я слышала вот за это время от родственников ваших, он был очень абхазский, очень кавказский, очень энергичный. И, может быть, даже эта наша энергетика помешала ему вот в этой карьере, хотя, конечно, он замечательный был летчик и так далее, но мог бы стать космонавтом, и Абхазия очень хотела бы, конечно. Но и без этого мы гордимся, конечно, мы гордимся. Вот. И сегодня вы еще упомянули своего дядю вот, Андрея, тоже сын Михаила Дикого, герой Советского Союза. Я, честно говоря, в интернете о нем ничего не нашла. Насколько я знаю, при Кучме на Украине он занимал очень высокую должность и был связан с обороной. Это правда? Да, да, Ирина Шутовна, правда. Да, Дядя да. Андрей был военным советником при президенте Украины Леониде Кучме, и он как бы он возглавлял отдел по атомным бомбам «Нуклеар». То есть и он часто летал в Америку, я знаю, в командировку. То есть, ну, как бы был на очень большой должности. Но, к сожалению, после авиакатастроф, которая была,
По-моему, самолет гражданский летел из Израиля. Да, И, да, да. Ага. да, был сбит по ошибке, то есть во время учений. 7 человек, которые были на генеральской должности, в том числе дядя Андрей, их отправили на пенсию. Такая история, Да, правда. а так бы, конечно, карьера продолжилась дальше и выше. После нашего знакомства на страницах Фейсбука появился совершенно небольшой, но очень такой, скажем, глубокий ваш пост. Я помню и могу процитировать: «Абхазия, родина моего папочки и моей бабушки». И после этого началась вот настоящая битва, скажем, батл настоящий, потому что русскоязычные, прогрузинские настроенные русскоязычные, я не знаю, как их назвать, может быть, они украинские товарищи или кто, я никого из них не знаю, эти фамилии мне ни о чем не говорят, они начали комментировать и буквально набросились на Татьяну, но Татьяна парировала им, оппонировала очень хорошо. Что произошло? Кто это были? Кто эти люди? Вы их знаете? Да, все мои подписчики, я их лично знаю. И они стали писать, а почему так Абхазию, то есть, а почему То не есть они Грузию? начали писать, что Абхазия это Грузия. Да, Абхазия это Грузия. да, ага. Да. Ну, пришлось, конечно, написать, что Абхазию принудительно, как бы, принудительно заставили вступить в Грузию, да, в состав Грузии в 1931 году. Ага. То Ну, есть, ну, как бы хотелось бы этих людей на место поставить, потому что почему-то вот так они думают. То есть россияне, которые живут в России, думают, что Абхазия это Грузия. ну, я предлагаю пользователям Фейсбука, нашим, да, вот абхазскому контенту, в общем-то, нашим пользователям обратить внимание на вашу страницу, потому что там уже по Абхазии появляются интересные вещи. И там же прозвучала ваша мысль, но после нашего знакомства, о том, что все, я уже думаю о том, чтобы провести Дни Абхазии в Майами. Если даже вы этого не сделаете, но то, что даже мысль эта прозвучала, вы подумали об этом, мне кажется, что это дорогого стоит. Скажите, что изменилось после того, как мы сейчас с вами познакомились, и вы уже открыты для Абхазии и для своей родни в Абхазии? Вас вот на этом этапе что Да. изменилось, что вы чувствуете? И я была настолько воодушевлена, что как бы нашла свои кавказские корни, абхазские корни, и я даже вышла на администрацию Майами, и то есть как бы с вопросом о том, что провести День Абхазии, и даже, может быть, какой-то грант получить, потому что Америка гранты делает. Грант, допустим, на какую-то больницу. Ну, в общем, надо подумать об этом, как это сделать. Мне просто сами они предложили, что можно сделать грант. То есть вы хотите сделать какой-то вклад вот Да, Абхазию. для вас свято, вернее, все, что связано с Великой Отечественной войной, с Днем Победы, с 9 мая и так далее. Это, видимо, цепочка памяти идет от вашего деда. Вот скажите, чем вы обычно занимаетесь как раз-таки в майские праздники, какую информационную работу и другую работу вы проводите именно по этой теме там, где вы сегодня живете? Я начала свою деятельность к 70-летию со Дня Победы. То есть что мы сделали? Мы решили провести автопробег из города Майами в город Вашингтон. Мы ехали 7 дней на машинах по скоростным дорогам. У нас на всех машинах было написано «Спасибо деду за победу», георгиевские ленты. Мы где-то 10 тысяч ленточек раздали за это время, потому что у нас по Флориде где-то 24 ветерана, не где-то, а 24 советских ветерана, то есть россияне, там, другие национальности. То есть они здесь живут, и мы их начали поздравлять 9 мая. А вот автопробег, когда мы ехали, мы всем раздавали американцам брошюры, что вот это мы победили. То есть они, оказывается, не знают. Бессмертный полк, вот когда начали проводить вот в этом штате, где вы сейчас проживаете, Бессмертный полк, самый это ваша первый, инициатива или
Или вы участвуете просто активно в этом? Ну, сначала это была наша личная инициатива. То есть это просто мы решили провести в 2015 году. То есть попросили всех принести портреты. Моя дочка, ну, у меня единственный ребенок, ей 15 лет, она с гордостью несла портрет дедушки. То есть мы просто как бы решили пройтись на одной из плаж, а потом уже как бы я смотрю, что бессмертный полк стал немножко таким политическим. То есть нам стали давать указания уже идти там, то есть идти с журавликом белым, то есть не идти с этим флагом можно, с этим нельзя. То есть как бы уже другой бессмертный полк стал. Хотят, чтобы мы провели виртуальный полк. Я, честно говоря, не очень понимаю, как это идти в виртуальном полку. Но Да. ветеранов поздравлять мы все равно будем. И я обычно, когда делаю, ну, собираю всех людей, то есть для празднования, я выступаю по микрофону, я рассказываю сначала про дедушку, то есть потом поздравляем всех ветеранов. Я вам звонила вчера вечером, оказалось, что у вас 6 утра. Но вы уже ехали в Майами, как я поняла, и с какой-то миссией. Куда вы ехали? В такую рань. С посольства мне пришли поздравления. То есть они могли сами отправить по почте поздравления ветеранам. Мгм. Два ветерана праздновали 90-летие. Я просто решила, чтобы отправили поздравления мне и лично поехать. То есть лично вручить цветы ветеранам. И вот вчера приехали, я взяла человека одного, пригласила с собой. Он баллотировался на мэра города Майами. То есть он русский гражданин, вернее, он русскоязычный. И мы с ним, когда приехали к ветерану, мы были приятно удивлены. Ветеран, ему 90 лет, вот Борис Александрович Экштадт, он такой бодренький, спортивный, предложил нам коньячку. Вы уже отметили праздник. Он такой пророссийский, то есть он из Ленинграда. Мы спели песню «Катюша» вместе, вручили ему поздравления и сказали, что приедем к нему 9 мая, чтобы он нас ждал. Когда вы сказали о том, что вот вы русская абхазка, я думаю, что это было не в порыве сказано. Вот мне кажется, что вот за этот период, вот я не знаю, 2-3 недели, в которой мы общаемся с вами, да, вот вы не могли не задуматься, скажем, да, вот над своим отношением к Абхазии. Смогли ли мы, скажем так, уже вот начать такое взаимодействие, которое позволит нам общаться дальше, и Абхазию вы больше не потеряете? Абхазия всегда в моем сердце. Я даже когда была еще маленькой девочкой, несмотря на то, что моя мама русская, сибирячка, я почему-то в детстве всем рассказывала, что я княгиня Вардания. Я всем говорила. Да. Почему-то папа, конечно, немножко так говорил, не надо быть такой высокомерной девочкой. Вот. Мне Да. всегда хотелось выучить язык абхазский. Я, наверное, начну все-таки. Спасибо большое. Ну, хотелось бы то же самое вот у Ларисы спросить. Вот столько лет вы не виделись, она видела вас маленькой девочкой, да, вот какие у нее сейчас эмоции. Когда я сегодня сказала, что мы будем общаться с Татьяной, она, кстати говоря, у нее какие-то проблемы возникли со скайпом в Гудауте, и она оттуда приехала сюда, в Сухум. Она из Сухума сейчас вот общается с вами. Ой, Танечка, конечно, очень много эмоций, все не передать словами, конечно же. Но я очень рада, очень-очень рада. Во-первых, что я вижу тебя, что это моя кровинушка, это обязательно. Так хочется Да. вас обнять, Да, хочется прям да, я очень. тоже очень хочу, очень. Ну, будем общаться, естественно, конечно. Абсолютно будем очень тесно общаться благодаря Ирине Обязательно. Шутовне, связи Обязательно. Будиса восстановились. Да, да, да. Смотрю на вас, вы копия моей бабушки и бабушки Тамары. Я видела вашу маму. Мама, да, да. Да, вот видишь, как получилось, а? Неожиданно, негаданно Ира меня обрадовала очень, конечно, что я буду с тобой говорить по скайпу. Конечно, для меня это было все.
Я видела на страничке фотографию твою. Я только посмотрела, что, боже мой, как она похожа на мою маму. Почему-то я так сказала. Лариса Максимовна, а бабушка старше вашей мамы, потому что Да. или мать Так, старше, но они так похожи, они как близнецы. ну, конечно, общались очень тесно, очень любили друг друга, но вот это время все как-то вот изменилось. Ну, Конечно, понятно. и Аллы нету, и Валеры нет. Валера нас как-то всех собирал, конечно. Валера часто приезжал сюда. Это я даже его в форме помню, в военной. Ему так подходила она вообще. Папа говорил, что он до 5 лет по-русски не разговаривал. Не Он нам разговаривал, да, 5 только лет. по-сказке говорил, да. Ты вот эту деталь я точно не знала. Это очень Да, 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 интересно. да. Потому Татьяна говорит, что Абхазия родина ее папочки. Я понимаю, Да. почему она так И говорит. у тебя доченька есть, да. Да, единственная дочка Полина, и у нее среднее имя Валерия, я как бы в честь моего папы. Я своему мужу сказала, то есть у нас так принято называть. Правильно, Среднее да. имя как по Мгм. папе. Конечно, Ну, Полина с гордостью ходит в школу американскую и всем рассказывает. 9 мая я ее отправляю с георгиевскими лентами. конечно. Мама такая идейная, что делать дочери? Ирина Шутовна, мне, наверное, хотелось бы сейчас как-то даже вот проект сделать Абхазия, то есть ветеранов абхазских. Ну, нам все это И интересно, мы ждем ваших предложений. Я надеюсь, что вы будете общаться вне нашего эфира тоже. Вы заново нашли друг друга. Вот. И в конце нашей передачи очень хотелось бы, чтобы Татьяна сказала несколько слов нашим зрителям. Я думаю, что многие сегодня с большим удовольствием слушают вас. огромное вам спасибо, что все-таки вы выбрали время, выбрали эфирное время и пригласили меня к вам на гостелерадиокомпанию. И встреча с моей родной тетей Ларисой Максимовной, конечно, для меня это полный сюрприз. Я просто не ожидала. Прям как в программе «Жди меня». И Даже появились слезы в начале эфира. Да. Да, спасибо огромное. Абхазия я очень люблю. Теперь я поняла, что как бы нужно продолжать проводить мероприятия и проводить встречи, то есть Обязательно. по воссоединению семьи Вардания, Обязательно. Джария. С наступающей Пасхой, да, празднуется ведь День Пасхи. Обязательно. Вот так жалко, что не могу вам ничего подарить пока. Вот у меня тут просто Пасха. Татьяна, надеюсь, Абхазия, которую вы называете родиной вашего папочки и бабушки, будет для вас отныне родной и близкой. Цепочка памяти получит продолжение. А сегодня, на самом деле, на меня тоже находит какая-то ностальгия. Если не возражаете, в конце нашей передачи, нашего общения, нашей коммуникации, я попробую процитировать очень важного, наверное, писателя для читающего поколения, советских поколений, скажем так, Василия Шукшина, именно о родине. Родина. Что-то остается в нас от Родины такое, что живет в нас и на всю жизнь. То радуя, то мучая, и всегда кажется, что мы ее, Родину, когда-нибудь еще увидим. А живет в нас от всей Родины или косогор какой-нибудь, или дом, или отсыревшее бревно у крыльца, где сидел когда-то глухой весенней ночью и слушал ночь. Такова история нашего знакомства перед Днем Победы 9 мая. Попрощаемся с нашей русской абхазской Татьяной Дикой Джонсон из Америки. Я думаю, что нет ничего случайного. До свидания.